ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Самое интересное за неделю. Ушла и не вернулась. В аэропорту пропала девочка. Не уголовка, а 200 тысяч штрафа. Минимум за повторный пьяный выезд. Последствия страшной аварии. Состояние девочек изменилось. Классик не романтик. Бетховен в исполнении оркестра театра, оперы и балета. И бой на поражение. Спортсмен из Ухты станет звездой московского турнира. Подробности прямо сейчас. Пятница, 16:00. Детская музыкальная школа номер 1. Фортепианный концерт. За роялем студентки Сыктывкарского колледжа искусств. 10 фортепианных произведений великих русских и зарубежных композиторов. Рахманинов, Скрябин, Брамс. Сказочная тема рефреном проходит сквозь концерт. Сначала сказки старой бабушки Прокофьева, затем Метнера. Исполняет Анастасия Сердитова. Концерты своих студентов выпускница Ухтинской музыкальной школы номер 1 Елена Ардуванова старается привозить в Ухту ежегодно. Каждый раз новая программа. В моем классе я стараюсь вообще разнообразнее брать репертуар, чтобы расширить исполнительский арсенал студентов, которые обучают. Вдруг кто-то выберет эту же стезю. Несмотря на то, что трудоемкость очень большая, стать музыкантом – это очень сложно. После сольных фортепианных произведений композиторов 19-го, начала 20 века дуэт на роялях. На десерт джазовый сюрприз – фантазия Юрия Маевского на тему Джорджа Гершвина. Как правильно пользоваться печкой, избежать замыкания электропроводки и не допустить пожара? Инспекторы ОНД совместно с добровольно-пожарной дружиной проводят рейды в дачных сообществах. Любителям загородной жизни в преддверии дачного сезона в очередной раз напоминают о мерах предосторожности. Да, в первую очередь мы предупреждаем о том, чтобы граждане листву на своих участках ни в коем случае не сжигали, вывозили их за территорию, собирали в мешки, да, и как-то утилизировали, но не сжигали, потому что дачи очень плотно связаны друг с другом, ветреная очень у нас весенняя погода, очень быстро расходится огонь, поэтому подвержены не только один участок, да, но и все окружающие. За несоблюдение элементарных правил поджигателям грозит административное наказание и штраф. Как поясняет Юлия Ковалевская, на каждом дачном участке обязательно должны быть предусмотрены меры первой необходимости. Это бочка с водой, песок и лопата. Во избежание возгорания в доме каждый дачник, прежде чем затопить печь, должен прочистить дымоход, проверить искрогаситель и ни в коем случае не оставлять огонь без присмотра. Как пояснили юные пожарные, предупрежден – значит вооружен. Житель поселка Шудаяк шокирован воскресно-подледной рыбалкой. Василий Чиченко пошел за рыбой, а нашел нефть. Такого, говорит, не было ни разу. Просверлил лунку – черные капли. Еще одну – то же самое. А потом и вовсе увидел нелицеприятную картину – огромные пятна поверх льда. Вроде кажется, что не сильно. А на самом деле это вот кусками прям. То есть это большими кусками. Пару дней назад все было нормально, клев был на ура. А после этой рыбалки испорчены и снасти, и настроение. Нефтяные не то чтобы пятна, а это весь перекат вокруг острова закрыт нефтью, поверх льда. И то, что я достал снизу удочкой, это нефть. Это прям кусками нефти. И что там внизу сейчас творится в реке, это никому не известно. Почти сразу рыбак с дочерью Олесей обратились за помощью к общественнице Екатерине Руденко. Эта новость вызвала у нее опасения. Вниз по течению находится Ухтинский водозабор. Теперь активная местная жительница хочет добраться до сути. Чтобы не быть голословными, соответственно, данные жители сделали фотоснимки, взяли самостоятельно пробы. Естественно, это оказалось нефть, но для того, чтобы понять, что это не просто эмоции, я думаю, что есть смысл эти пробы отнести в соответствующую лабораторию, чтобы было подтверждение. Чья-то нефть, кто понесет ответственность за этот беспредел и устранит результат своей недобросовестной работы, пока непонятно. Но местные уже сейчас говорят, этим летом, скорее всего, придется искать новое место для рыбалки.
Воскресенье 10:00, школа номер 18. Соревнования по летающим моделям среди младших школьников. Такой конкурс проводят в Ухте уже не впервые. Традиционно посвящают его первому полету человека в космос. В этом году состязание носит гордое название «Полет на Марс». Судьи оценивают 3 вида моделей. Модели, которые будут летать вот в цель, здесь есть ракета «Молния», будет стрелять и дальность и точность. Борьба идет в 2 возрастных категориях. Младшие 8-9 лет, старшие 10-11. Борьба не шуточная, более 70 участников. Модели для конкурса они готовили самостоятельно. Я училась на технике Савина-3, и мы там сделали ракету. 2 занятия ушло на эту ракету. Делать нетрудно. И это только с виду обычная игрушка. Такая ракета может пролететь почти 600 метров. Именно столько преодолела модель Алексея Краснова. А еще с этих картонных поделок начинается настоящее открытие. Ребята познают азы конструирования и уже к средним классам начинают ваять модели с двигателями. Может быть, спустя годы кому-то из этих школьников действительно удастся полететь на Марс. Ухтинская студия классического балета подтвердила звание образцового коллектива. Свои таланты танцоры продемонстрировали на сцене городского дворца культуры. Концерт посвятили 25-летнему юбилею. С 2013 года коллектив возглавляет молодая и талантливая хореограф Екатерина Чернецкая. Это выступление – результат целого года ее работы. В общем, могу сказать, что все прошло как на одном дыхании. Конечно, были кое-где небольшие ошибки, но это... Будем над этим работать. Вообще, девчонки наши просто большие молодцы. Уметь переодеться за минуту, знаете, это как солдат. Это нужно еще уметь. Всего в концерте участвовали 80 балерин от 4 до 18 лет. Для некоторых классический танец не просто увлечение или хобби. Полина Матюшина выступала соло. Этот танец она поставила сама. Я в этом году заканчиваю 11 класс и собираюсь поступать на хореографа. И то есть, соответственно, всю жизнь связать с этим. Просто я поняла в один момент, что мне именно это интересно, я не могу без этого жить. И просто как увлечение, хобби, даже серьезное, для меня мало. И это увлечение длиной в жизнь не только для Полины. Балет остается в душе навсегда. Юбилейный концерт тому подтверждение. Эстетика в чистом виде. Но на этом успехе студия балета не собирается останавливаться. Скоро начнется работа над новой постановкой. Над ней хореограф и танцоры будут трудиться вплоть до новогодних праздников. В Сосногорске прошли республиканские соревнования по боксу. За Кубок Тимана боролись более 100 ребят из Ухты, Сосногорска, Сыктывкара, Воркуты, Ударского и Карткировского районов. По традиции это самые сильные и перспективные молодые спортсмены Коми. Раньше турнир считался всероссийским. Теперь это своеобразный обмен опытом республиканских боксеров. Они набирают бои. Где-то, конечно, они могут показать себя, увидеть мальчика, что в дальнейшем можно его и направлять и на другие, более серьезные турниры. В этом году специально к юбилею республики на Кубке Тимана учредили награды за волю к победе, за лучший бой и лучшую технику. Для совсем юных, только начинающих спортивную карьеру боксеров это дополнительный стимул. Самым маленьким на ринге всего 9 лет. В Ухте таких спортсменов крайне мало, поэтому наших представителей в финале единицы. Ухтинцы, ребята хорошо выступают. Понятно, те ребята, которые проводят первые бои, им гораздо тяжелее, потому что, хоть мой возраст и маленький, есть ребята из Сосногорска, у которых уже не один год время занятий и много боев, они, конечно, немножко где-то выиграют. Но ребята, которые ухтинцы по закалению, они представляют в финале. По итогам 3 соревновательных дней больше всего наград у хозяев ринга сосногорцев. Второе место, в общем, заняли гости из Сыктывкара. Третьими стали воркутинцы. Спортсмены из Ухты на 4-й позиции.
Состояние подростков, пострадавших на Ижемской трассе, изменилось. Напомним, после страшной аварии с 5 жертвами 2 15-летних девочек госпитализировали в Ухтинскую горбольницу. До сих пор подростки в стационаре. Одну из них с переломами бедер прооперировали 20 марта, вторая впала в глубокую кому. Несколько дней назад девочка вышла из коматозного состояния, пока находится в реанимации. На сегодняшний день положительная динамика в лечении, и она находится, скажем, в сопоре, со стабильной гемодинамикой, то есть артериальное давление, пульс, температура, все в норме. Девочка на самостоятельном дыхании. Сознание пока затуманено, но рефлексы сохранены. Врачи отмечают резкую заторможенность. Принято решение перевести больную в общую палату травматологического отделения. Вторая пострадавшая уже готовится к выписке. Буквально через пару дней ее отправят на амбулаторное долечивание. Так откуда в реке Ухта нефть? Этим вопросом уже не первый день задаются и общественники, и горожане. Как выяснилось ранее, житель поселка Шудаяк отправился на рыбалку. Увидел нефтяную пленку в лунке на реке. Прорубил еще одну, та же картина. Как поясняет мужчина, нефтяная течь пришла с речки Яриги. По предварительной версии, здесь 8 апреля был обнаружен первый поток нефтепродуктов. Как поясняют специалисты, в этом месте хорошее течение. Поэтому для, так сказать, отлова тяжелой нефти построили специальное сооружение. Что мы видим, вот первое заграждение, оно в виде плотины, там глубина, наверное, около метра, и даже там нефть кусками, значит, она проходит через это ограждение. Дальше, ниже вот установлено заграждение чисто поплавковое, и вот куски нефти, доходя до него, выплывают тут же на обратной стороне. Основная масса, она уже, естественно, попала в Ухту, и дальше идет это самое до Печоры. Когда съемочная группа ГСП приехала на место, нас встретили люди в спецодежде известной всем нефтяной компании. От комментариев на камеру они, естественно, отказались, но сказали репортеру лично, как идет работа. Для вылова нефтепродуктов вырыли специальную заводь площадью около 15 метров в квадрате. В нее и собирается нефть, толщина пленки достигает 2,5 сантиметров. Оттуда ее откачивают в бочки и вывозят цистерной. На сегодняшний день так выловили уже 20 кубов. Все, что не попадает в насос, работники собирают на берегу реки лопатами вручную. Глядя на это, общественник Валерий Торлопов говорит, последствия могут быть необратимы. Вот то, что здесь вот мы видим, это впервые за много-много-много лет в Ухте вот утечка нефтепродуктов и попадание этих нефтепродуктов в Ухту. Но это, я считаю, что на уровне экологической катастрофы. Почему? Потому что не было никогда такого. Этим происшествием уже всерьез заинтересовалось руководство Республики Коми. По информации новостных порталов, в Рио главы Сергей Гапликов взял дело на личный контроль. Остается только надеяться, что последствия утечки ликвидируют полностью, и ситуация не ударит по экологии региона глобально. Следственный отдел закончил расследование необычного дела. Статью похищения не возбуждали аж с 90-х, но трое друзей Шудаяга решили прервать традицию. История началась еще прошлым летом. Некий молодой человек якобы изнасиловал свою знакомую 25 лет. Девушка заявила в органы, но дело не возбудили. За нее решили заступиться два товарища. Они пригласили обидчика в гараж попить пивка. Тот, не подозревая плохого, пришел. Будучи на месте, понял, тематика встречи меняется на ходу. Поместили его в багажное отделение автомобиля, после чего вывезли данного молодого человека в лесной массив, расположенный в 15 километрах на автодороге Ухта-Четлас, где избили данного молодого человека, привязали в лесу к дереву, после чего уехали. Ему удалось распутать веревки и выйти на проезжую часть. Там мужчина поймал попутку, добрался до города и заявил на горе похитителей в полицию. Теперь за неудавшийся самосуд трем товарищам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Двое злоумышленников уже были судимы и теперь заключены под стражу. Девушка ждет решения суда под подпиской о невыезде.
11 апреля в поселке Дальний потерялась девочка. Около 14 часов 20 минут ушла из дома и до настоящего времени не вернулась 11-летняя Наташа Ильина. Она должна была поехать в Ухтинскую худшколу на занятия, но в назначенный час не появилась и домой в этот же день тоже не пришла. Уже ближе к ночи забили тревогу. По неподтвержденной информации, ночью к директору худшколы пришли сотрудники ОПДН, но женщина ничем не смогла помочь. Полиция просит содействия у горожан. Значит, отдел Министерства внутренних дел убедительно просит граждан вникнуть в данную проблему, значит, попытаться вспомнить те, кто осуществлял, значит, поездки общественным транспортом, либо просто ехал на своем личном автомобиле в районе поселка Дальний, направление города Ухты, 11 апреля в период с часу до 15 часов, кто видел похожую девочку по ориентировке. Также нам стало известно, что в самом Дальнем еще 11 апреля несколько человек расспрашивали кондукторов и водителей маршруток. 12 апреля съемочная группа ГСП побывала в поселке. Местные жители посоветовали проверить заброшенную стройку. Между Пенелюксом и Магнитом налево пройти, там будет школа и заброшенное здание рядом. Да, как бы там увидеть пятиэтажное здание. Постоянно молодежь собирается каждый вечер. Там и дети бегают, и решетки уже повесили, они сорвали решетку, носятся. Наташа Ильина живет с бабушкой. От общения со съемочной группой ГСП пожилая женщина отказалась. Поиски девочки продолжаются. Ее приметы: на вид 10-11 лет, худощавого телосложения, рост 140 сантиметров, волосы темно-русые, ниже плеч, глаза темного цвета. Была одета куртка песочного цвета типа парка, джинсы темно-бордового цвета в крапинку, спортивные ботинки фиолетового цвета фирмы Adidas. Шапка такого же цвета трикотажная, с собой был фиолетовый рюкзак. Все, кто видел Наташу или что-либо знает о ее местонахождении или обстоятельствах пропажи, просьба обратиться по телефону 739 300 или 02. Вторник, 17:00. Городская администрация. Видеоконференция с Министерством образования Республики Коми. Тема «Старт всероссийской акции. 100 баллов для победы». Посвящена она подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ. На мероприятии порядка 30 11-классников разных школ. По статистике, каждый четвертый сдает экзамен успешно. Тем не менее, школьной подготовки хватает далеко не всем. Не хватает времени для подготовки. Слишком мало. В школе не особо сильно дают. Приходится обращаться к репетиторам или все-таки полностью хватает? Да, приходится обращаться к репетиторам по некоторым предметам, по которым не успеваю, чтобы хорошо сдать ЕГЭ. Да, весь год занимаюсь. Акция приурочена к юбилейной дате первого полета в космос. Одна из задач проекта – дать стимул школьникам достичь личных побед. Помимо представителей министерства на связи 100-бальники прошлых лет. Они делятся опытом, как побороть волнение и сколько времени в день уделять подготовке. Однозначных ответов, как выяснилось, нет. Тем не менее, первая досрочная сдача ЕГЭ позади. 2 выпускника набрали максимальное количество баллов. Ухтинский боксер Ержан Залилов готовится к бою в Москве. Чемпион Республики Коми выступит в схватке с украинским бойцом, уроженцем Кореи Арнольдом Хигаем. По словам тренера нашего спортсмена, это очень сильный оппонент. Есть риск. Иностранец пока идет без поражений. 5 боев и 4 нокаута. Ну и мы, что называется, не лыком шиты. Мы идем без поражений. У нас 4 боя, 4 победы, 2 нокаута. И понятно, что кто-то выйдет с графой 0. В рейтингах боксер стоит выше нашего бойца, порядка 20 с лишним пунктов. И здесь как раз и время доказывать, что уже не такие бойцы, дебютанты у вас или уже возрастные, как у нас был первый бой, а действительно крепкие ребята, которые претендуют уже на какие-то звания. Сейчас Ержан и его тренеры активно готовятся к этому немаловажному выступлению. Ежедневно по 2 тренировки. У ухтинского спортсмена самые оптимистические мысли. Он настроен только на победу, но говорит, каким будет результат, покажет только ринг. Физический боксер уже почти вошел в форму. Подготовка, я считаю, что идет как минимум на 90%. Все как надо. Но я еще не подошел к своему пику, естественно. К пику я подойду к своему 29 апреля, в день боя. Я надеюсь. Но сейчас объем работы уже маленько сбавляем. Объем мы основной уже выполнили. Сейчас работаем больше со своим весом, больше работаем на лапах, разрабатываем тактику технического мышления.
Пока у Иржаны Залилова не так много титулов. В профессиональном боксе он дебютировал только в прошлом году в Ухте. После выступил в Испании, Москве и Казахстане. Но тренер Алексей Тиранов уже говорит, этот спортсмен пойдет далеко. Надеемся, что этот бой только подтвердит его слова. Ухтинские волонтеры сегодня отправились на поиски пропавшей девочки-подростка. Желающих помочь собралось порядка 50 человек. Они разделились на группы. Поиски ведутся в родном для Наташи поселке Дальнем. Территорию осматривают уже повторно. Работы начались еще вчера, как только по факту пропажи ребенка возбудили уголовное дело. На месте поиска работает следственная группа. По мнению оперативников и следователей, нельзя исключать ни одной теории. Добровольцы проверяют все. Было собрано порядка 50 человек в помощь добровольных волонтеров, которые помогли нам осмотреть поселок Аэропорт, конкретно лесополосу. Это заброшенная стройка неподалеку от школы. Были проверены все подвалы, то есть ничего конкретного. Хочу заметить то, что информация такая, как девушка найдена, там девушка переоделась или что-то, еще раз повторяю, информация не подтверждена. Основная ориентировка девочки – это куртка парка, яркий фиолетовый рюкзак, такого же цвета ботинки и шапка. Именно в такой одежде она ушла из дома к остановке. Поэтому в первую очередь опросили водителей и кондукторов маршруток, пока свидетелей так и не нашли. Чтобы о пропаже девочки информировать всех, в общественном транспорте уже развесили листовки с фото пропавшей Наташи. Работы продолжаются. Сотрудники полиции просят всех в такой непростой ситуации быть бдительными и приложить усилия, чтобы найти ребенка. Просим водителей откликнуться на данную просьбу, либо просмотреть видеозаписи, так как сами можете физически не помнить данного ребенка там на трассе, на остановке, еще где-либо. В случае, если на ваших видеорегистраторах имеется видеозапись, которая может, по вашему мнению, нести какое-то оперативное значение, быть оперативно значимую информацию, не передавать ее третьим лицам, приносить сразу в дежурную часть полиции. Период времени 11 апреля с часу до 16 часов. Напомним, Наташа Ильина ушла из дома 11 апреля около 14:20. По предварительным данным, отправилась в художественную школу, но на занятиях она так и не появилась. Когда она не пришла домой вовремя, бабушка девочки заявила в полицию. Если вы видели похожего ребенка в автотранспорте или на улице, что-либо знаете о ее местонахождении, просьба обратиться по телефонам, указанным на ваших экранах. Среда, 19:00. Городской дворец культуры. Впервые в Ухте оркестр театра оперы и балета Республики Коми. Так судьба стучится в дверь. С ухтинской сцены звучат жемчужины мирового симфонического репертуара. Увертюра «Эгмонт», знаменитая 5-я симфония Бетховена. Схватка человека и судьбы. Идея познакомить зрителя с музыкой великих классиков возникла у дирижера театра оперы и балета. Первые 5 концертов с успехом стартовали в Сыктывкаре. Это была моя мечта. С первых дней работы в театре выделить симфонический оркестр как самостоятельную концертную единицу, привлечь к нему внимание и найти, воспитать своего зрителя. Надеемся, что судьба, постучавшись в дверь ухтинского зрителя, будет принята, оркестр полюбится. Поездка в Ухту состоялась благодаря гранту главы Республики Коми. И в Рио главы здесь ни при чем. Сегодня из 50 музыкантов, задействованных в оркестре, приехали 45. 3 из них – студенты колледжа искусств, столько же педагогов. Проект не коммерческий, а скорее просветительский. В роли лектора-музыковеда заслуженный деятель искусств России и Коми Михаил Герцман. Сегодня премьера для нас очень важная. Если мы понравимся друг другу со зрителями, и тогда мы можем встречаться чаще, и это великое дело. Симфонический оркестр – это вот такое явление, которое может всю жизнь перевернуть человека. Во втором отделении рояля в кустах не оказалось. Он появляется на сцене вместе с обворожительной Оксаной Шевченко, пианисткой европейского уровня. Звучит 5-й фортепианный концерт. Не мешает даже давно вышедший из строя рояль Дворца культуры. На него после выступления пожаловались музыканты. Но техника – ничто, музыка вечна.
четверг пост ГИБДД на въезде в город по трассе Сыктывкар-Ухта. По обеим обочинам выстроились ряды большегрузов. Дальнобойщики ждут своей очереди на весовой контроль. Однако машин настолько много, что процедура изрядно затянулась. Напряжение растет. Некоторые водители стоят уже по 3 часа. Дороги закрыли, я не в курсе даже был. Но куда это годится? Это беспредел какой-то, я не знаю. Одни весы работают на 2 направления. Пробка образовалась с самого утра. Причина неожиданного наплыва большегрузов – закрытие дорог, по которым можно было двигаться в тех же направлениях и пройти весовой контроль на других участках. Здесь же весы только одни, а желающих пройти проверку намного больше. Те, кто понаглее, пытаются пролезть вне очереди. Оно и понятно, ведь проверка занимает отнюдь не 5 минут. Полчаса меня остановили сотрудники ДПС. Загнали на другую сторону дороги, забрали документы, сказали, что будут взвешивать. И с тех пор не происходит абсолютно ничего. Самые распространенные нарушения при проверке – отсутствие путевого листа, страховки или водительских прав. Сотрудники ГИБДД уделяют особое внимание так называемому перевесу, а также техосмотру. Новые большегрузы постоянно подъезжают. Очередь не уменьшается. В Ухтинском университете полным ходом идет 6-й республиканский конвент «Молодежь будущему Республики Коми». Главной площадкой инновационного форума по традиции стала выставка проектов. На суть жюри работы по 5 направлениям – естественные, инженерные, социально-гуманитарные, экономические науки и информационные технологии. Большинство представленных проектов позволяют заглянуть в будущее. Но есть и разработки, что называется, на злобу дня. Я представляю проект глубоководного аппарата для исследования трубопроводов. Он предназначен для обследования труб, обнаружения ЧС, если такие есть, например, утечек трубопроводов. Для помощи МЧСникам, чтобы искать кого-нибудь, например, на дне или что-либо. Изобретение не новое, но его зарубежные аналоги стоят в 20 раз дороже. Так что Евгений за импортозамещение. Есть и не такие полезные, но не менее интересные разработки. Например, экскурсии в Ухте в формате 3D. Просто достаешь смартфон, планшет и ноутбук и заходишь в зал Краеведческого музея. Основная проблема донесения какого-то исторического контекста, какой-то информации – это непривлекательность для молодого поколения. Но если дать человеку игру и в игровой форме какую-то скучную информацию это предоставить, то он сам по себе начнет этим заниматься. То есть с помощью виртуальных туров мы можем любую информацию, скучную, так называемую, показать в интересном в игровой форме при помощи современных технологий. Всего на выставке 300 работ. Некоторые из них уже завтра могут шагнуть со стендов в реальный мир. 3D-принтеры, робототехника – то, о чем совсем недавно можно было только читать, теперь доступно даже детям. Кстати, самым маленьким участникам этой научной экспозиции 8 лет, самым взрослым – 35. Но ограничений для науки нет, и тому подтверждение 300 новых идей для развития цивилизации. Вот уж действительно, молодежь будущему. Третий день поисков пропавшей Наташи и новые подробности ее ухода из дома. По первоначальной версии девочка была с фиолетовым рюкзаком, но оказалось, что ее ранец оказался дома. Также проверяются все переписки в социальных сетях. По неподтвержденной информации, в последнее время подросток много времени проводила в интернете. Не все ее друзья по переписке нравились родным девочки. Пока проверяются новые сведения, волонтеры продолжают искать. Идет масштабный сбор информации по поводу пропавшей Натальи. Были предприняты были осмотрены очень многие места, конкретно проспект Ленина, Синюкова, улица Синюкова, Советская, то есть это было Бельгопское шоссе, осмотрены складские помещения. К сожалению, все безрезультатно. Сегодня на поиски волонтеры отправились в 5:20 утра. Все это для того, чтобы засечь возможное передвижение девочки в ночное время. Но попытка не увенчалась успехом. Как говорит один из добровольцев, сегодня на собрании в полиции было решено осматривать все сточные ямы и канализационные колодцы. Проверяют и здания. Сейчас большее внимание уделяется подвалам, а не чердакам, как говорилось ранее. Связались с девушкой, точнее девушка связалась с нами, сообщила о том, что
нашли кофту достаточно в хорошем состоянии. Вот, кофта находится. То есть видно, что она свежая. То есть это нашли ее по УРМЗ под мостом. Напомним, Наташа Ильина ушла из дома 11 апреля в 14:20. Отправилась в художественную школу, но на занятиях так и не появилась, домой вечером не пришла. Если вы видели похожего ребенка в автотранспорте или на улице, что-либо знаете о ее местонахождении, просьба обратиться по телефонам, указанным на ваших экранах. Главврачу Ухтинской психбольницы вынесли приговор. Мужчина обвиняется в управлении автомобилем в пьяном виде. Как сообщалось ранее, 18 февраля врач употребил 300 мл водки за обедом и спустя 30 минут сел за руль. Сотрудники ГИБДД водителя под Мухой остановили на улице Западной. Сразу от метасвидетельствования мужчина отказался. Подышать в трубочку ему все же пришлось, но уже в наркологическом диспансере. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, дополнительным наказанием в виде лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года. В 2014 году мужчина уже был лишен прав на управление машиной на 1,5 года с выплатой штрафа в 30 тысяч рублей. Несмотря на это, повторное наказание выбрано минимальное. Подсудимого характеризуют положительно. Отстранение от врачебной деятельности главврачу пока не грозит. Это щепетильный вопрос рассмотрит его республиканское начальство. Подсудимый свою вину полностью признал и раскаялся. В Ухте 13-й раз прошли соревнования, посвященные памяти мастера спорта Сергея Чупракова. Общереспубликанские старты собрали 190 пловцов из Ухты, Эжевы, Воркуты, Инты и Печоры. Самым младшим здесь 11 лет. Для большинства юных спортсменов это только начало карьеры. Ребята довольно-таки приехали с неплохой подготовкой, сильнейшие спортсмены на данный момент. Основные ребята готовятся к всероссийским соревнованиям, но относительно то, что ребята здесь приехали, довольно-таки, говорю, состав неплохой. Есть ребята, и у нас выступают 2 мастера спорта. Эти соревнования позволили одной пловчихе из Ухты получить первый взрослый разряд. Еще одна ухтинка стала кандидатом в мастера спорта. Было побито и 3 рекорда. Один из них принадлежал самому Сергею Чупракову с 1982 года. Результат улучшил Леонид Савченко. Всего ухтинцы за 2 дня соревнований завоевали 8 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых наград. Мини-футбольный клуб «Ухта» готовится к последнему домашнему матчу в этом сезоне. Соперник – московский КПРФ. Красно-белые занимают 4-ю строку в турнирной таблице чемпионата России среди команд Суперлиги. Следом с таким же количеством очков новосибирский «Сибиряк» и с небольшим отставанием екатеринбургская «Синара». Ожидается, что ближайший матч будет очень напряженным. КПРФ по силе приравнивают к именитой Дине. КПРФ очень хорошая команда, сплоченный коллектив, не первый сезон Суперлиги. Есть у них и легионеры Део Паулиньо, и бомбардир Шакиров, который является лидером по забитым голам в команде и не лидером, прошу прощения, а занимает 5-ю строчку в Суперлиге по забитым мячам. Прошлая встреча Ухты и КПРФ прошла в ноябре. Тогда столичные футболисты одержали 2 победы с нескромным счетом 9-2 и 9-4. Это видел Юрий Руднев, самый именитый тренер страны. Президент ухтинского клуба Виталий Габуев предложил ему интересную задачу – за оставшиеся полгода помочь нашему клубу заработать 10 очков, имея на тот момент всего 3. Планка уже преодолена. Теперь болельщики смогут увидеть принципиально новую команду, отличную от той, что проиграла москвичам осенью. Делать сравнение, принципиально неправильно. Потому что сегодня действительно это команда Ухта, это команда Суперлиги. И это, я думаю, все так увидели, и болельщики увидели, и соперники знают. И, конечно же, никто не приезжает сюда, чтобы списывать карточки, как это делала КПРФ в матче с Ухтой. Посмотри то, что на следующей неделе станет историей. Стань ее частью. Игра состоится в универсальном спортивном комплексе на Тиманской 6. Команда ждет тебя в воскресенье 17 апреля. Начало в 5 вечера. Стоимость билета 200 рублей. Но если хочешь попасть бесплатно, заходи в нашу группу ВКонтакте и читай, как это сделать.
Пятница, 13:00, Центр славянских культур. Мастер-класс по изготовлению оберега. 27 учащихся внимательно слушают, какие бывают куклы и для чего предназначены. Как сделать оберег своими руками, поделилась живописец и прикладник Анна Зубехина. В виде такой ангелочка. Светленькая, чистая. И эту куклу надо делать так, с такими мыслями, чтобы она сопровождала весь год. С теплое настроение. А особенно детям это оберег будет, ангелочкой, для пользы. Как трудно будет, она может потрогать, погладить. Анна Дмитриевна советует хранить оберег обязательно дома, в школьном уголке. В матерчатый узел кладутся крошки хлеба и немного соли. Это к достатку. Бессонница, травяничка, зерновушка, крупиничка, куватка, кубышка, зайка, колокольчик. Все эти на первый взгляд не связанные между собой слова означают одно и то же – разновидности кукол. Хотелось бы подарить ему маме. Ну вот, говорили про эти обереги, там говорили про куклу ухватка, то, что когда женщина беременна, у меня мама беременна. Вот я буду думать о своем младшем братике или сестричке. Много нового узнали школьники про изготовление, казалось бы, банальной и знакомой всем с детства игрушки. Например, что мальчики к этому делу не допускались вовсе. Оберег – дело интимное, практически таинство. Но главное, делать их нужно с душой, да с приговорами. Каждый сегодня уйдет отсюда не с пустыми руками. А дома появится хранительница домашнего очага. Наташу Ильину нашли убитой на территории дачного товарищества «Транспортник» близ поселка Дальний. По официальной информации, девочка была задушена. Был ли факт изнасилования, будет известно только после работы судмедэкспертов. Напомним, 11 апреля 2016 года школьница ушла из дома. И до настоящего времени ее местонахождение оставалось неизвестным. Дачные участки волонтеры обследовали с первого дня. Проверяли и «Транспортник». Сегодня в 13 часов дня работу добровольцев остановили. Эта трагедия не оставила нас равнодушными, ни одного жителя нашего города. Спасибо всем, кто откликнулся, волонтерам, организациям, общественникам и всем гражданам нашего города в участии разных мероприятий. Мы все верили в положительный исход поисков, но случилось страшное. Наташеньки больше с нами нет. Тело 11-летней Наташи нашли на частной территории одного из домов. Оперативники. По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний местный житель. Ранее он уже был судим. По непроверенной информации, его первая судимость также была связана с преступлением против ребенка. Мужчину заключат под стражу. В настоящее время проводится осмотр места обнаружения тела. Кроме того, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Пока дата прощания с Наташей Ильиной не определена. Телекомпания ГСП выражает глубокое соболезнование семье и близким.